В классе полная тишина. Будущие айтишники используют IT-технологии в полной мере. Преподаватель вещает ребятам из Москвы онлайн. На экране самого специалиста не видно. Студенты на своем мониторе видят рабочий стол педагога, который объясняет подробно каждое свое действие. Преподаватели очень хорошие, объясняют очень доходчиво, понятно. Сегодня мы изучаем сети, так на парах мы скачиваем виртуальные машины, устанавливаем их, и дальше по ним работаем. То есть мы их настраиваем, объединяем несколько машин и делаем дальше свою работу. Простому обывателю понять тонкости их профессии сложно. Направление этих ребят очень актуально в современном мире. Это корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности. Это защита информации, то бишь ты являешься хакером только на лучшей стороне, на стороне доброты. То есть ты защищаешь от всяких угроз, от всяких вирусов, стараешься, избавиться от изъян, утечки информации. В мае текущего года Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации. Поэтому в скором времени во всех госведомствах будут востребованы IT-специалисты, которые смогут защитить государство от кибератак. Так, если эти студенты успешно сдадут показательный экзамен, который запланирован на июнь 2023 года, то долго искать место работы им не придется. А в 2021 году, в конце года, мы участвовали в национальном проекте образования в конкурсе «Молодые профессионалы» по отбору на совершенствование материально-технической базы учреждения СПО. Мы выиграли 7 мастерских. В 2022 году это 3 мастерские, в 2023 2 мастерские и в 2024 2 мастерские. Вот мы приобрели 3 кабинета. Компьютерные классы. В одном кабинете у нас 11 рабочих мест, в втором кабинете 11 рабочих мест и в третьем кабинете у нас 21 рабочее место. Получается, у нас в этом году мы уже закупили полностью оборудование, поставили и запустили это оборудование. Сегодня у нас открытие. С 1 декабря официально мы начинаем работу. Работу какую? На этой базе мы можем проводить демонстрационные экзамены, повышение квалификации, подготовку специалистов по различным направлениям именно в сфере информационной безопасности, защиты информации и IT-направления. Сегодняшние третьекурсники станут первыми выпускниками IT-направления СУЗа. Всего оборудовано 3 новых мастерских. Это 3 самых востребованных направления. Сетевой системный администратор, веб-дизайн – это разработка сайтов и информационная безопасность. У нас в текущем году, в 2022 году, всего запланировано было открытие 11 мастерских на базе 4 организаций среднего профессионального образования. Сегодня мы с вами находимся на открытии 3 из этих 11 мастерских. В данном колледже у нас идет в основном реализация программ, связанных с IT-направлением, по крайней мере, вот эти 3 площадки, которые сегодня открываются. И, безусловно, это IT-направления, которые, как мы с вами знаем, в нашем веке максимально востребованы. С открытием новых классов возникла необходимость в кадрах. Колледж сервиса и быта приглашает на работу специалистов в сфере IT-технологий. Зарима Ивлоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.